Уникальная история случилась в эти дни в Ухте. Семья Окладниковых на личные сбережения купила пятидверную «Ладу Ниву» и направила с помощью ОНФ нашим бойцам на передовую. Что интересно, инициатор идеи – супруга. Передает Анна Зубарева. Вот здесь у нас комплект запасных колес, на всякий случай домкрат, настоящий такой ключ, баллонник для монтажа колес. И, соответственно, все самое необходимое, лишнего ничего в машине нету. Надежная, проходимая машина-танк. Такой позывной уже получила «Нива», которая вскоре отправится к бойцам. Автомобиль купила семейная пара из Ухты на свои сбережения. Финансово им помогли родственники. Мы все как никогда должны сплотиться и помочь ребятам, которые находятся в зоне военной операции. Вот. Ну и в частности, таким решением у нас было приобретение автомобиля для фронта, поскольку услышали, фронт действительно нуждается в технике, в том числе такой вездепроходной. А у нас край таежный, и техника, пусть и БУ, вот, но в наличии такая имеется. Один из главных плюсов «Нивы» – отремонтировать ее можно в любых условиях. Главное, чтобы под рукой были кувалда, ключ и смазочные материалы. Кстати, пробег у этой «Ласточки» 100 тысяч километров, ей 23 года. Но, несмотря на возраст, она еще готова послужить. В ближайшее время машину перегонят в Белгородскую область. До Белгорода дорога не близко, 2000 километров, но с Ухты вот мы доехали, там порядка 300 с чем-то километров, машина доехала без проблем. Поэтому думаем, что все будет хорошо. На окнах машины детские рисунки. Это сын Окладниковых внес свою лепту в большое дело. Внутри «Нивы» также освященная в соборе икона и QR-код. Сергей из Ухты хочет знать судьбу авто. Для этого достаточно навести камеру телефона, перейти по ссылке и написать короткое сообщение. Можно в 2 словах написать будет, что автомобиль, допустим, движется к парням на фронт, или там приехал к ребятам на фронт, там спас столько-то жизней, там доставил столько-то грузов. То есть любую информацию он сказал, что с большим интересом будет получать ее, так как ему не безразлично то, что происходит с ребятами и как эта машина им помогает. Машину специально искали полноприводную. Там, где сейчас солдаты, дорог нет. И бойцы очень ждут такую технику. Автомобиль, к слову, поедет не налегке, а полностью груженный посылками из Коми. Парням на передовой будет двойная радость. Анна Зубарева, Алексей Паршуков, телеканал Юрган.